Ну и снова здравствуйте, друзья. Впереди у меня большое дело, большое путешествие. Это сплав на плоту. В эти часы я уже должен был прямым ходом ехать в Сыктывкар, но большое плавание состоит из большой подготовки. Вчера начал подготовку автомобиля, обнаружил, что там есть неполадки. В общем, решил вчера заняться ремонтом. Поменяли с Артемом мы усиленные ступичные поставили, шаровые поменяли, рулевые наконечники. В итоге оказалось, что руль немного криво, надо делать сход-развал. Сход-развал сами мы делать не можем. Подошли вот на эту станцию, нам огромное спасибо, без очереди пропустили, вошли в положение. И вот наш автомобиль, все готово. Поменяли полностью рулевую трапецию, передок весь перебрали, сделали развал схождения, все готово. Коротко хочу рассказать об этой станции. Что здесь есть? Сотрудники этой СТО, поговорили мы с ними, и они с любезностью предоставят скидку на ремонт и на запчасти подписчикам канала Коми Рыбак. Так что имейте в виду, если вы при посещении магазина или при ремонте автомобиля подойдете сюда, предъявите, покажете подписку, что вы подписаны на мой канал Коми Рыбак. Скидка будет от 5 до 10%, смотря на что. Вот такая вот, коротко сейчас покажу вам эту станцию. Подъемник, развал схождения, шиномонтаж. Все здесь есть, все на высшем уровне. Слесарь Василий мне все это быстренько сделал. Вот такая вот станция у нас. Сейчас пойдем глянем магазин. Называется это Роском Авто. Вот телефончик. Вот это автомобили на очереди стоят. Так, вот наш магазинчик. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вот товар. Бардак снимаешь. Бардаком главное, чтобы это, везде бардак. да, это рабочая обстановка. Запчастей много, магазин маленький, пока еще, да? Хватает. Вот так вот. В общем, правильно я говорю, да? Подписчикам канала Коми Рыбак предоставляется скидка. Да, все. Так что говорим огромное спасибо за помощь в оказании поездки. То, что сам бы я развал схождение точно. Вчера наковыряли, что у меня руль уже криво стоял. Ну, поднимем потом, не переживай. И до свидания. Давай, счастливо. Хорошей поездки. Рыбу поймайте, самую крупную, самое главное. До свидания, поехали. Давай. Ну вот, вроде бы все собрали. Выезжаем. Конечно, что-то конечно, забудем. Там полный багажник у меня. Геннадий, куда мы едем? Сыктывкар. И Троицко-Печорск нас провожает вот такой вот грозой и долгожданным дождем. Он, конечно, для земли долгожданный, потому что у нас уже дней 10 не было. Ну, кто-то на велике еще катается. Сосед. Серега спортом занимается. У нас уже дней 10 не было дождя. И вот он этот дождь. Но дождь с ветром, с грозой. Лишь бы не было такой погоды у нас при сплаве. Вон, все, полил ливень. Смотрите, какая погода. Дворники не успевают даже выметать. А у нас там участок километров 30-40, наверное, бездорожья. Лишь бы там не было дождя. Опять будем ползти по этой грязюке. Все, руль стоит ровно. Машина идет ровно. Значит, развал схождения сделан правильно. А то вчера мы главные рулевые наконечники поменяли. Артем говорит, ну сколько открутил, столько закручу, вон руль отпускаю, машина практически идет. Вот, все.
идет ровно. Сколько открутил, говорит, столько же закручу и все будет нормально. А нет, там 21 оборотов, с другой стороны 31 оборотов. Закрутили, поменяли, закрутили. Я сажусь в машину, руль вот так вот, опа-на. Поехал. Колеса не поймешь, как крутятся, в машине вибрация, блин. В общем, теперь сделали, все нормально. Надеюсь, рулевую трапецию поменяли полностью, шаровые поменены. В общем, хоть спокойнее ехать будет, а то поблизости, если я ездил, а на дальняк что-то не рискнул, на далекое расстояние вот ехать. Все-таки вот такой вот, друзья, ливень. Ладно, заболтался. Погода нас провожает ливнем. Надеюсь, Сыктывкар встретит нас солнечной погодой. Поехали. Друзья, по пути следования я немножко вам буду говорить, какие у нас населенные пункты, какая вообще местность. Вот сейчас вот подъезжаем, переезжаем река Омра и подъезжаем к первому населенному пункту, который мы проезжаем. Это Нижняя Омра. Перед въездом в поселок вот такой вот серпантин, спуск, подъемы с поворотами, очень опасный участок дороги. Частенько здесь бывают, конечно, аварии. Первый населенный пункт, так, от заправки мы, получается, проехали 16600. Грубо говоря, 17 километров от заправки, а так около 18-20 километров от поселка. Дождь прошелся. Слава богу, он прошел. Не знаю, как будет у нас дальше. Грунтовую часть дороги, наверное, полностью намочила. Будет грязюка. Она и так, наверное, после весны еще толком не подсохла. В общем, смотрим, друзья. Первый поселок — это Нижняя Омра. Раньше тоже был поселок, много народу здесь было, теперь школа-интернат здесь, все было, теперь народ тоже разъехался. Это получается поселок по левой стороне, там тоже дорога въезжает, проезжает через поселок, это как бы объездная дорога прямая, которая идет на Ухту. Тут и показать нечего, получается, через поселок мы не проехали. Стоит вот вышка, здесь вышка Теле2. Здесь у нас, наверное, уже не ловит. Чередуется то МТС, то Теле2. Следующий населенный пункт у нас будет какой? Бадьёль? Да. Включаемся в Бадьёле, друзья. Следующий населенный пункт у нас поселок Бадьёль. Смотрим. Поселок уже. Остались последние дома. Осталось несколько домов уже в поселке. Коренные жители, видать, остальные все поразъехали. Вот такой небольшой поселочек был. Ты поселок покажи, вон. Конечно. Все в деревьях, все в кустах, старые дома. Проехали мы от заправки, получается, на спидометре у нас 29 200. 300 километров. По пути еще проехали перекресток на деревню Гришестав. Тоже знаменитая на всю республику деревня. Там раз в 2 года проходит фестиваль сена. Даже мне доводилось там 2 раза участвовать. Один раз было это командное соревнование, второй раз личное первенство было. Интересный такой праздник, тоже республиканского масштаба. Уже, наверное, в республике все знают. Ну а кто не знает, можете посмотреть у меня в плейлистах в разделе «Праздники». Немного об этом тоже говорится. Какие конкурсы, как мы их проводили. Так что заходите, смотрите. Праздники у нас тоже есть. Ну а мы едем дальше. Нижняя Омра
Печорская нефть, нефтепромысел. Раньше здесь было производство. На спидометре у нас 40 километров отъехали. Впереди у нас река. Тоже все заброшено. Впереди у нас река какая? Река Обра. И опять же поселок. Поселок Верхняя Обра. Тоже старенькие дома. Старенький поселок. Но народ еще здесь живет. Немножко народу. В основном все рухнуло уже. Всё. Закончился поселок Верхняя Обра. Едем дальше. Интересная машина такая, вон едет навстречу. На базе АКИ со здоровыми колесами. Видели, друзья? Я потом на замедленном, если получилось, покажу. Я думаю, чудо едет. Кабина от окушки, а колеса от макушки. Что-то большое. Ладно, глянем потом на замедленном. Подъезжаем к поселку Байвож. Раньше он вроде бы тоже относился к нашему району, если мне не изменяет память. Теперь он относится к Сосногорскому району. Поселок не маленький, здесь стоят пятиэтажные дома, но тоже вон рухнуло тоже все с правой стороны. Здесь есть бассейн. Мы сюда приезжали всей семьей купаться. Зимой приезжали, детям это все очень нравилось. Бассейн это построен еще с советских времен. В советское время здесь поселок гремел. Было производство, все. Теперь все рухнуло. Квартиры здесь очень и очень дешевые. Вон, проехали мы Байвож. Если у нас строят в Кипячорске, грубо говоря, средняя цена квартиры 1,5 миллиона, скажем, или 1 800 000 даже трехкомнатная квартира, то здесь, наверное, 1500, если не дешевле, можно купить квартиру. Кто-то у меня в комментариях спрашивал, что где почем жилье. Дома, квартиры, все здесь продается, все по низкой цене. А вот в Троицке, Печорске уже цены высокие на квартиры. Разница всего 70 километров. Едем дальше. А вот здесь 86 километров от Троицка-Печорска, перекресток на Пузлу. Это Усть-Куломский район. В общем, Сыктывкар можно проехать и по этой дороге. Только здесь, если асфальт, немного бездорожья, там километров 30, то здесь бездорожья больше. Но и в Сыктывкар въезжаешь с другой стороны, со стороны Усть-Куломского района. Так что если ехать надо в Усть-Куломский район, не надо делать большой круг через Сыктывкар. Напрямиком можно ехать через Пузлу. Как-то вот так. Я в 2010 году, когда ехал за семеркой, мы поехали именно здесь. Туда отвез копейку, привез семерку. Кирпичный. Поселок Кирпичный, наверное, река Ишма, вот,
проезжаем река Ижма. Кстати, мы пересекаем ее второй раз. Поселок Кирпичный. Скорее всего, произошло название поселка от того, что вот там вот кирпичная труба. Здесь делали кирпичи. Вот сейчас, наверное, засними там тоже вот правую трубу, вот это, сам завод, где делали кирпичи раньше. Там трубы немного еще видать. Интересные крыши здесь черепичные. Не шифер, не металлокерамика, ничего, черепичные крыши. Своеобразный такой поселочек. Километров мы проехали, едем дальше. Поселок Верхнеижинский. Он находится чуть глубже туда и рядом с дорогой. Получается в километре от Кирпичного. Так, это что за техника? Вездеход. Опа, Нагенка, да, скажи, на трале вездеход. Продолжаем наш путь, наш далекий путь. Скоро через 30 километров закончится асфальт и будет бездорожье. Что мы, конечно, тоже вам покажем. Так, а здесь у нас идет ремонт дороги заплаточный, или как там он называется правильно. Лепят заплатки. До этого у нас была бомбежка. Так. Один равняет, второй закатывает. Вот так вот у нас ремонтируют наши дороги. До этого была просто бомбежка. Они вырыть ямы вырыли. Закатать еще... машина поехала. Да, закатать еще не закатали. Вот вместо того, чтобы это все вскрыть и положить нормальный асфальт, каждый год занимаются такой ерундой. Тяп-ляп. Ну хоть так. А то бывают такие ямки ловишь, что потом колеса квадратные становятся. Лишь бы не оставляли, а то бывает одну ямку закроют, а вторую рядышком оставят. И вот едешь, вроде бы расслабился только, бамс и поймал. Хоть что-то делают, и на то спасибо. А мы едем дальше, друзья. Израиль. Израиль. Там израильское молоко производят. Израильские коровушки. Так, и мы пересекаем реку Ижма в третий раз. Вот она здесь уже такая более-менее пошире. Полноводная пока еще. Вот эта трасса пересекает Ижму 3 раза. Но это получается у реки Ижма верхнее течение. Там, где она впадает в Печору, по-любому она пошире. И рыбы намного больше, чем здесь. Хотя здесь тоже рыба есть, и халюс, и все такое. Но если честно, друзья, я здесь еще не рыбачил. Не доезжал я еще до сюда. Может быть, как-нибудь, когда-нибудь. Да. Но машины вон стоят. А, хотя нет, это Россети, это не рыбаки. Хотя почему? Могут и в Россетях быть рыбаки. 105 километров позади. Мы продолжаем путь в город Сыктывкар. Лайково. Проехали Лайково. Лесучка. И скоро, очень скоро, километров через 10, наверное, 12 будет конец асфальта. Так, 120 километров позади. И
Заканчивается у нас асфальтовая дорога и впереди начинается грунтовка. Кемден. Вот такой населенный пункт. Вот стоит уже вышка. Вот там чуть глубже. И река Лёккамью. В переводе с коми Лёккам — это плохая обувь. Лёккамью. Переводи как хочешь. Ю — это река, Лёккам — плохая обувь. Что, остановиться, нет? Надо кому? Нет. Пока нет. Обычно мы здесь останавливаемся. Небольшой перекур делаем. Но сегодня никто пока ничего не хочет отдыхать. Ну, пока по-божески. Дорожку немного прогладили. Бывает здесь такая трещотка. Но пока жить можно. Едем дальше. Нас обгоняют инкассаторы. Инкассаторы нас обгоняют. Дедушку везут. Быстро везут. Никто не догонит. Привет инкассаторам. Едем дальше. Так, там еще у нас что-то населенный пункт. Шудаяга. Гажаяк. Гажаяк. Гажаяк в переводе с коми переводится веселый бор. Так что там живут веселые люди, веселятся, и на бору они живут. Гажаяк, веселый бор. Едем дальше. Грунтовая дорога. Ну, не то чтобы грунтовая. Хорошая дорога, в смысле. Появились ямы, колдоямины, короче. Успевай только уворачиваться, чтобы не поймать глубокую ямку. Сейчас это более-менее, пока вот сейчас проехали, участок где-то около километра 2, наверное. Яма на яме была. Вот, включили камеру, и она закончилась. 129 километров проехали, 9 километров по бездорожью. Ну, как бездорожье? Так называемое. Сейчас эта дорога уже нормальная. Вот что здесь было раньше, это да. Такая балагина была, когда не отсыпано все здесь было. Машины тонули. Вот сейчас вот отсыпают грунт, он проседает. Вот опять, как мы видим, вот здесь вот. Посмотрите по центру дороги, что творится. Вот. Возят, отсыпают. А так как здесь была болотистая местность, видать, все уходит. Ничего, может быть, когда-нибудь лет через 10 назад все-таки доделают асфальтовую дорогу. Начинали одно время, тут у нас 40 километров бездорожья было вот такого. Вообще непроходимого бездорожья. Если, скажем, до Ухты 180 километров, то есть 140 километров было асфальта, проезжали быстрее, чем вот 40 километров бездорожья. 40 километров часа 3 ехали. Это первая, вторая скорость, и то не любая машина еще проедет. Часто еще можно проехать. Итак, у нас на спидометре 135 500 километров проехали от заправки. Если от Троицко-Печорска, то на пару километров больше. И у нас заканчивается грунтовая дорога. И выезжаем на участок, который просто изумительный. Просто шикарный. Вот такие дороги должны быть. Одно удовольствие ехать. Ни ям тебе, ни колдоямин. Можно лететь, а не ехать. Плохо только, что моя Нива быстро не едет. 100 километров, все. Если чуть больше, начинается такая вибрация по салону. Как будто в самолете летишь, а не в машине едешь. Вот такой участок, запомнили? 135,5. Сейчас посмотрим. Вот, чувствуете, друзья, какая вибрация пошла. Это Нива. Это Нива Chevrolet. 120, все, начинается вибрация. Взлетаем. Еще остался небольшой участок грунтовой дороги. И все, считаем, мы практически
спидометре 148 километров. И у нас, как мы видим, конец асфальта. Конец отличного участка дороги, по которому ехать только одно наслаждение. Притормаживаем, все, дальше, 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 дальше. Просто слов. Сейчас будем ползти как черепаха. О, это отличный момент для Что? меня. Нравится музыка? Да, Ген? Нет, просто Так, один участок там, сколько у нас километров 15 было, но этот вроде бы такой же примерно. Так что у нас сейчас немножко... когда если не быстро едешь, можно и побить меня лапу. Так что немного потрясет. И мы будем на асфальте, и скоро будет город Ухта. Бывают и вот такие участки дороги. Здесь тоже болотина. Недавно еще здесь сейчас хоть машин нету, а недавно здесь сидели машины, особенно грузовые. Они просто тонули в дороге. Здесь было очень-очень сложно проехать после резкого потепления, после весны. Дороги рухнули. Ну, сейчас видно, что навезли грунта, отсыпали. Хоть стало что-то более-менее похожим на дорогу, можно проехать. Машины уже не сидят. По крайней мере, мы ни одной застрявшей машины не видели. А вот Ромка приезжал на посадку картофеля. Говорит, здесь машины сидели. Какой-то рейсовый автобус едет. 534. Троицко-Печорск, Ухта. Опа-на. Даже еще такие автобусы у нас ездят. Пазики. Я думал, кроме Volkswagen не ездит никто. Оказывается, и пазики ездят. А мы продолжаем наш путь. 154 километра позади после заправки. Стройка чуть подальше. Скоро уже. Скоро город Ухта. 159 километров, 200 метров. Практически, ну, пусть грубо скажем, 160. И мы подъезжаем к асфальтовой дороге. Река Сидью. Поселок. Речка, вон, Сидью. Поселок Изюр. В переводе с коми это у нас получается каменная голова. Изюр. Из это камень, Юр это голова. Так что здесь, на этом поселке, кто-то жил с каменной головой. Может быть и нет. Но нам осталось совсем немножко грунтовой дороги, и скоро, очень скоро мы выйдем на асфальт. Ну а там уже и до Ухты рукой подать. На перекрестке на Сосногорск, до Ухты. Скоро, очень скоро. Сидью. Слева у нас поселок Сидью. Там у нас животноводческий комплекс. Снабжают мясом, молочком. И с этого перекрестка у нас уже начинается асфальтовая дорога. Все. Грунтовка закончилась. И на спидометре у нас 162 километра. Если все правильно, то 18 километров до Ухты. До Сосногорского перекрестка еще ближе. Все, можно теперь облегченно вздохнуть. Теперь хоть трясти не будет, а то все мозги уже вышибло по этой грунтовке. Продолжаем нашу поездку. Вот, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бродячие собаки ходят стаями, как дикие волки. Вышли из города и уже промышляют здесь на асфальте. У нас в Троицке тоже такая фигня есть. Развелось километров бродячих собак, и они уже бегают по лесу организованными стайками, как
как волки. Они не боятся людей. Они уничтожают все живое возле дорог. А мы еще удивляемся, где у нас боровая дичь, где зайцы. Да вот эти бродячие собаки погрызли всех. Все гнезда разорили. Это большие, это хуже некуда. Хищники номер один. Ну а тем временем у нас на спидометре 176,5 километров. И мы подъезжаем к Ухте. Буквально через несколько метров будет перекресток. Справа будет город Сосногорск, где живет у нас Александр Мазай, где живет у нас Алексей Шадрин. Мои друзья, привет вам. Как у нас второстепенно, там главное. В общем, направо город Сосногорск. Учебная еще, блин. Ладно, подождем, все равно за ней плестись. Ну вот. Теперь еще придется ждать 3 машинки. Раз. 2, 3. Вот справа Сосногорск. А прямо у нас город Ухта. Чуть не сказал город-герой Ухта. В общем, друзья, мы уже передвигаемся по городу Ухта. 182 километра от заправки на Троицка. Плюс 2, грубо говоря. У нас немного планы поменялись. Мы в Сыктывкар, оказывается, на нашей машине уже дальше не едем. Созвонились с Ромкой, с сыном. Дальше поедем мы на Роминой машине. Свою машину я оставляю в городе Ухта, там, где Ромка проживает. Оставлю там машину. Дальше поедем на автомобиле моего сына, потому что я-то буду сплавляться, получается. А моя веселая дружная семейка будет гулять по городу. И чтобы не ходить пешком, не ждать автобусов, Ромка поменялся, взял выходные дни и будет возить на своем автомобиле, как бы, пока я там сплавляюсь на плоту. Мы будем, вот, как мы видим, здесь движения вполне оживленные. Глаз да глаз нужен. Здесь на раз-два могут тебе залезть под машину и сказать, что это так и было. Все. Вот наш мост. Река Ухта. В этом году тоже была очень и очень полноводная, затопила бассейн и все такое. Здесь у нас камеры слежения по-любому, наверное. Вот, да, камеры 60. О, а мы едем 80, ну, в принципе, нормально. Не нарушаем. Двигаемся в общем потоке. Справа у нас тут всякие базы, оптовые, не оптовые. В общем, Ухта — это очень большой город, наверное, стоит на втором месте после Сыктывкара. Здесь очень и очень много населения. Так, ладно, друзья, болтать некогда мне сильно, надо быть здесь очень-очень внимательным. Вот у нас вот справа у нас бассейн Ухтинский. Дворец спорта, Ледовый дворец слева имени Капустина. Так что у нас здесь много чего интересного, красивого, хорошего. И очень-очень много машин. Так, кучу машин проехали, теперь немножко включились, выехали на набережную Газовиков. Вот тут речка есть Чибью. Мы сейчас едем по набережной Газовиков. Справа у нас через речку набережная Нефтяников. Это новый город, получается. Новостройки здесь. Слева Газпром. У кого, а у них-то точно денег хватает. Посмотрите, какое красивое здание Газпрома. Вот. И вот
Внимательнее надо. Правильно, Геннадий, внимательнее надо быть. А то балаболишь. Вон дом, семиэтажный дом. 7, да, вроде этажей? Ну да, где так. Вот слева дом, где проживает моя племянница. Алина Витальевна, привет. Надо окно открыть, поздороваться, может там где-то рядом, на балконе. Никого нет. На работе, наверное. Ну вот, а мы сейчас выезжаем, получается, с города. Вот заканчивается улица, это светофор. Заканчивается улица Набережная Газовиков. И выезжаем на Сысольской, говорю. Ну, на дорогу в Сыктывкарском направлении. Но я-то думал, поедем в Сыктывкар, но мы сейчас поедем к Ромке. Раньше светофора не было, были огромные пробки. Так, я походу не успеваю. Да, я не успел. Красный свет. Так что отдохнем. Рекламная пауза. В лобовую, офигеть. Живые кусы. Авария. Авария, друзья, ДТП, лобовое столкновение. Ну а мы уже едем на другом автомобиле. За рулем Роман. Время 19:33. Стоим в длиннющей пробке уже минут 10-15, наверное. Идет ремонт моста. Движение только в одну сторону. Потом, когда откроют, будем и мы двигаться. Ну вот и мост. Река Вычек, да. Она такая широкая. Я думала, она не широкая. Я в первый раз езжу так тут 2 года. Дорога в одну сторону, а где вторая? А, он. Ничего себе сделано. Тут и железнодорожная дорога, и автомобильная. Да, в одном. А, ну да. Дорога желает быть лучше. Там такие дырки. Вон, какая она дорога. Не очень. Вот такие дырки. И такая река Вычек, да? Ничего себе, она тут шире, чем Печора наша. Не, ну не намного, но пока пошире. Но потом там летом обмелеет, она просто вода еще большая. Да, на. Отметь там. А по сколько минут получается? Река 10 Вычек, минут, да? Время отметь. Что, Инстаграм, что ли? А что сделать? Время отметить и река Вычек, да. Ну как я тебе это сделаю? Как будто пользоваться не умеешь. Как я тебе вычек делаю? Местоположение, река Вычек, да. А есть этот? Короче, я просто вычек сделала, без реки. Слышишь? Все, хорош болтать. А время? Тогда не болтай. Да тут еще это. Половодье получается. У нас Печора меньше намного. У нас меньше. О, кто-то отдыхает на берегу, на бережочке. Ну да, ну да. Народ балдеет. Страшно. О, тут вообще ямина. 5 ДПС. Будут бетоном заливать, наверное. И тут ДПС.
Опа-на, вот это пробка, я понимаю. Вот такие вот пробки. Это вообще Сыктывкар? А? Это вообще... Вот и подъезжаем мы к городу Сыктывкар, а вернее поселок Кежва. Здесь у нас расположен Сыктывкарский ЛПК. Огромные трубы, с которых идет вонючий дым. Вот они с левой стороны. Здесь перерабатывают древесину на бумагу. Вот он комбинат, который гремит на всю республику. Куда без него? Где-то он должен стоять. Ну и засоряет, наверное, природу он, конечно, нехило. Рядом течет река. Вот такая вот здоровенная труба. Все практически. Вот он, Сыктывкар. Вот табличка, все. Можно сказать, мы въехали в столицу республики Коми. Ну, теперь уже совсем недалеко осталось.